Ну и основной вопрос, с которого я бы хотела начать наш сегодняшний разговор, это частью какой системы являются деревья, которые мы садим. И систем таких может быть очень много. О части этих систем мы с вами поговорим, потому что дерево как элемент чего-то большего, да, вот как мы можем на него смотреть и, собственно, какой тогда смысл экологический мы ему придаем. И вот сегодня... И сегодня я предлагаю нам обсудить вот такие вопросы. Ну, то есть начать, как я уже говорила, с экологической функции деревьев, деревья как часть системы благополучия населенных пунктов, да, то есть, ну, система благополучия городов и так далее. Это вот Дмитрий у нас здесь знает очень огромный опыт. Улик, привет. Да. Привет всем. Да, следующий момент – это деревья как элемент обеспечения экономического благополучия, снижения стихийных рисков, стихийных бедствий. Лесное хозяйство – это как часть вообще совершенно своей особой системы. И, конечно, мы остановимся на том, что такое деревья как элемент экосистемы, как подходить к естественному восстановлению леса. Это мы будем опираться на разработки Мильджапара Чешукурова. Ну и, конечно, подумаем о том, как еще можно увеличить количество деревьев. Ну, что не только посадкой, но, может быть, есть какие-то еще подходы. Ну, я думаю, что все, кто знаком с биомом, так или иначе сталкиваются и слышали о таком подходе, как теория биотической регуляции. И ее разработали Виктор Григорьевич Горшков, Анастасия Михайловна Макарьева. Мы сегодня будем опираться на эту теорию, и я здесь специально интегрировала ссылочку, по которой вы можете, коллеги, туда пройти, почитать побольше. Но на самом деле основные какие-то постулаты мы сегодня обсудим. И логика, основная базовая идея этой теории, она состоит в том, что мы крайне сильно зависим от естественных природных сообществ, которые создают всю вот эту вот систему биотической регуляции окружающей среды на планете. А что это такое? Это потоки воды, это состояние климата, о котором мы сегодня говорим, это наличие вообще почв, да? Это круговороты химических веществ различных и так далее. То есть вот все это очень сложный механизм, который настраивался миллионами лет, и мы являемся его потребителями, да? Потребителями этого работы вот этого огромного механизма планетарного масштаба. И если мы разрушаем этот механизм, то, соответственно, у нас шансов на выживание практически нет. Почему я сегодня говорю об этом? Потому что деревья являются очень значимой частью этого механизма. И так, еще не передвинулся слайд. Начнем вот с чего. Вот очень издалека. Но, тем не менее, это важно для того, чтобы иллюстрировать понимание роли деревьев. Вот дело в том, что когда-то в древности, не буду говорить о том, какие это были миллионы, миллиарды лет, но, тем не менее, когда жизнь только выходила на сушу, она должна была решить очень важный вопрос. Вот долгое время жизнь существовала только вот на уровне береговой линии. И это было связано с доступом к воде. То есть растительные сообщества, вокруг которых формировались и другие сообщества, они могли существовать только там, где есть вода. А вода не доходила до центра континентов. Не было тогда рек, озер в том виде, в котором мы их понимаем. И вот жизнь должна была решить, как продвигаться вглубь континентов. И для этого тогда еще не было специфического механизма. И этот механизм был жизнью создан. И этот механизм был в том, чтобы создать такие растительные сообщества, которые могли бы поддерживать затягивать, во-первых, влагу в центр континента и поддерживать стабильное ее количество внутри суши.
И таким механизмом оказались леса. То есть комплексы вот этих самых деревьев, о которых мы будем говорить. Это не только деревья, кустарники, травы и так далее. То есть это достаточно сложные комплексы, которые мы сейчас более-менее привыкли называть экосистемами. Но факт тот, что без создания вот этих вот больших растений, которые устойчивы, которые могут регулировать среду вокруг себя, этот механизм был бы невозможен. То есть сама суть появления вот таких вот форм жизни, как деревья, она связана с решением жизнью вот этой базовой проблемы – продвижения внутрь континента. Ну и, собственно, вот именно этот аспект и открывают в рамках теории биотической регуляции. И вот обратите внимание, как работает этот самый механизм. То есть из-за того, что испаряется за счет деревьев, потому что у деревьев есть листья, и они могут испарять куда больше влажности, чем испаряется с поверхности океана. А это значит, что здесь, на суше, в центре континентов, создается недостаток этой самой влаги. То есть испаряется, обратите внимание, куда больше, чем есть. Но это вклад в будущее, то есть это как бы некоторые инвестиции леса в другую воду, которая будет затянута тогда из океана. Вот, обратите внимание, она затягивается через потоки влажного воздуха и выпадает, опять же, над материками. И вот этот вот уникальный механизм, он был математически рассчитан как раз Горшковым, Макарьевой, и был показан, что лес может формировать вот эти потоки. Более того, лес формирует специфические типы облаков, это низкие облака, которые уменьшают температуру над лесом и увеличивают количество осадков. Но делают это не только деревья. Для того, чтобы сформировать вот этот вот сложный механизм создания низкой облачности, необходим именно старый лес, потому что старый зрелый лес, потому что там большое количество вот этих вот микроорганизмов, насекомых и так далее, они формируют определенного рода, то есть это на уровне биогеохимии работает, то есть они формируют определенные химические вещества, когда недостаточно влаги, и эти химические вещества позволяют формировать облака на том, то есть тогда, когда это необходимо, и именно низкие облака, которые позволяют выпадать большему количеству осадков над сушей. Вот. И вот, вы знаете, это открытие буквально 20 века, то есть каким образом работает система лесного насоса, он так и получил название в литературе научной, как лесной насос, то есть это насос, который затягивает воду в центр континентов. Без существования этого лесного насоса, и вот этого механизма, фактически суша, она превратилась бы в пустыню. И мы видим результаты где-то вот этой человеческой деятельности, там, где на протяжении 600 километров от кромки океана был вырублен лес, и необходимый лесной покров для затягивания вот этой вот влаги в центр континентов, вот именно в тех местах стали образовываться пустыни. И, к сожалению, в частности, по мнению Эмильдия Парыча, Шукурова и Горшкова, практически все пустыни на территории планеты, на поверхности планеты, это в той или иной мере дело рук человека. Именно в связи с тем, что был уничтожен лес вот в этой вот кромке в 600 километров. То есть вот тогда мы понимаем, что под собой подразумевала биота, когда создавалась, почему появились леса, почему появились деревья. И это основной смысл существования деревьев. И, собственно, сегодня, когда мы видим с вами и слышим на каждом шагу, Амар не даст соврать, ситуацию, связанную, например, с дискуссией по вопросам изменения климата, мы фокусируемся только на один элемент этой самой регуляции. И это элемент углекислый газ. Не рассматриваются практически вопросы, связанные с потоками влаги и именно пара, хотя пар является основным парниковым газом.
крайне важным для того, чтобы регулировать температуру на планете и многие другие процессы. То есть представьте себе международный механизм, да, вот по изменению климата, конвенция, она выхватила только один элемент из всей сложности регуляции, то есть это потерян азотный цикл, да, про который никто не говорит, потерян вот водный, да, цикл, потерян фосфорный цикл. Об этом вообще не говорятся, хотя это целые точно такие же системы, которые регулируются биотой. И получается, что мы остались только в ситуации, когда у нас есть... Мы размышляем только про углеродный цикл. Но этого недостаточно для понимания того, что сейчас происходит, и для понимания сути нашей с вами деятельности. Поэтому вот я особо привлекаю ваше внимание к этому. И вот такой иллюстрации Эмиль Джапарыча, когда он как раз иллюстрирует это, наверное, глобальная бюрократия, которая показывает парниковые газы, забудьте о живой природе, покупайте технологии, брак газы и так далее. То есть здесь нужно понимать, расширить рамку, да, и понимать о более сложных надстройках, в рамках которой мы проводим с вами нашу экологическую деятельность. Но вот далеко не все деревья являются экосистемами, и это понятно, и далеко не все экосистемы могут осуществлять вот эти сложные функции, а только зрелые экосистемы, как я уже сказала. Что такое зрелые? Зрелые – это те, которые могут существовать бесконечно долго, по крайней мере, в пределах понимаемых нами временных величин, без серьезных изменений. То есть они не двигаются в сторону увеличения биомассы, уменьшения. То есть их биомасса, она крутится вокруг определенных величин, туда-сюда, да, то есть как некоторый маятник, и они стабилизированы, они стабильны. Это как взрослый человек, да, он уже не мучается по поводу того, что, как он выглядит, если у него какой-то прыщ, да, и так далее. То есть это не, уже многие вещи ушли на второй план, и он уже работает на окружающую среду, да, как вот взрослый человек работает на общество, да, точно так же и это. Мы еще вернемся к обсуждению того, что такое зрелое сообщество, и тоже подойдем более-менее близко к тому, что вот Эмиль Джапарыч об этом говорил, да, и это очень важно, потому что это как раз разработки и достижения Кыргызстана, которые тоже признаются сейчас на очень многих международных научных площадках. И пойдем уже к определенным... Это была рамка, из которой мы смотрим на все остальное. То есть мы понимаем с вами сейчас суть, собственно, экологическую суть экосистем, и частью которых неотъемлемо являются деревья, которые, понятно, очень разные, и вечно зеленые, листовые и так далее, то есть они очень разные. Но, тем не менее, они части определенных систем. И мы с вами... почему-то не видно, да? Ладно. И мы с вами начнем с того, что мы поговорим о населенных пунктах, о озеленении населенных пунктов. То есть когда деревья являются частью экосистемы, но это очень с натяжкой можно назвать, экосистемы городов и населенных пунктов. Потому что понятно, что это антропогенная экосистема, она принципиально отличается от естественной, тем не менее с натяжкой мы можем это слово употребить здесь. И если мы садим деревья на территории населенных пунктов, то нам обязательно здесь понимать подходы или концепцию естественного озеленения, которую мы с Дмитрием постарались интегрировать в проект закона. В нескольких словах она звучит так, что, во-первых, нужно использовать местные виды, во-вторых, нужно использовать ярусность, да, то есть не просто мы посадили деревья, забыли и ушли, да, но мы садим деревья совместно с кустарниками, совместно с травами. То есть мы пытаемся подражать природе, учиться у природы для того, чтобы посадить комплекс. Невозможно, потому что если мы садим отдельно деревья, то мы получаем массу проблем. Нет этого покровных растений, почвопокровных растений, увеличивается транспирация и куча проблем. Кроме того, мы должны думать о социальных вещах, да, то есть высаживать растения где?
но высаживать растения таким образом, чтобы у нас мы обеспечили доступность населения, потому что прежде всего, естественно, и вообще озеленение населенных пунктов, оно для людей. И, соответственно, мы должны идти к формированию зеленых каркасов. Ну вот это просто маленький пример. Вот здесь вот вы видите, это зеленый каркас Москвы, и здесь я тоже даю ссылочку, где вы можете посмотреть на разные карты и вот представления о зеленых каркасах разных городов. Ну вот я поставила Москву, хотя там есть много европейских городов, в том числе, на что можно обращать внимание. То есть местные виды, ярусность, доступность, системность, да, то есть за счет каркаса. Ну и, конечно, посадка вот таким комплексом, она дает возможность привлечения птиц, привлечения насекомых, что создает вот эти балансы, связанные там с вредителями определенных растений и так далее. Но об этом детально можно, если у вас есть в планах, ребят, сажать деревья на территории населенных пунктов и городов, то про это обязательно нужно консультироваться с Дмитрием, потому что он знает об этом все и даже больше. И я этот слайд буквально поставила для того, чтобы ввести в тему, да, но не идти дальше более глубоко. Если такая идея возникнет, пожалуйста, получайте консультацию, и потому что тут, ну, в общем, огромное количество информации, которая сейчас наработана. Единственное, я хотела бы обратить внимание вот на это. Понятно, что у деревьев есть разные функции, да, и одна из них в контексте изменения климата, вот о чем мы сейчас там говорим и работаем, это снижение температуры, да, увеличение тенистости. И здесь есть отдельные исследования у Дмитрия и его организации. Но вот этот слайд, обратите на него внимание, вернее, вот эти фотографии я сделала в Батуми. И вот обратите внимание, здесь вы видите, эвкалипты, да, растут. Вот как вы считаете, для чего, какую функцию выполняют эвкалипты в Батуми? Вот тут есть подсказка. Дима, вопрос не к тебе. Ну, просто если есть какие-то идеи. Увлажнители? Ровно наоборот. Они, из-за того, что, видите, здесь очень высокие грунтовые воды в Батуми. И эвкалипты втягивают большое количество воды, испаряют ее. И для того, чтобы сбалансировать и уменьшить воздействие, негативное воздействие близких грунтовых вод, в советское время в Батуми высаживалось достаточно большое количество эвкалиптов. Именно для этого, потому что они исполняют, ну, несколько другую функцию, да, они позволяют осушать, наоборот. Но совершенно верно, воздух при этом они увлажняют, а вот почву они осушают. И в этом плане, конечно, это мы можем смотреть на разные виды деревьев, как на те, которые осуществляют разные виды функций. Именно поэтому важно думать и понимать про видовой состав деревьев, которые мы собираемся сажать. Ну, экономическое благополучие. Понятно, что здесь я хотела привести важный пример, что, например, на землях сельскохозяйственного назначения достаточно, ну, очень распространенной практикой, особенно в советское время, было использование лесозащитных полос. И вот здесь на картинке вы видите, как они выглядели, да, то есть это не три вот деревца, которые между двумя полями, да, а это достаточно большие полосы, порядка 20 метров, 15-20 метров ширина такой полосы. И, собственно, за такими посадками есть очень серьезные научные обоснования. Да? И с чем они связаны? Ну, во-первых, были проведены ряд экспериментов, да, и показано, что вот эти лесозащитные полосы, они осуществляют ряд очень важных в контексте изменения климата функций. То есть, с одной стороны, они уменьшают количество и скорость ветра. Для нас это важно, потому что это уменьшает выдуваемость почвы, да, плодородного слоя, а это ведь проблема, особенно при использовании механизма распашки, да, подхода, связанных с распашкой земель. Второе, они удерживают снег.
А вы знаете, как важна вода в Кыргызстане. То есть вот эти лесозащитные полосы, они позволяют удерживать здесь снег, а, соответственно, удерживать влагу. И вы помните, что говорила Зоя в контексте того, что март у нас горит, и в феврале у нас тоже потепление, но при этом увеличивается количество осадков, и нам важно удержать эту воду в почве, чтобы там, я не знаю, в апреле, в мае обойтись без полива. И вот эти как раз лесозащитные полосы позволяют достигать вот этого эффекта, да, то есть удерживать влагу на полях. Кроме того, ну, опять же, они бывают очень разные, ребят. Вот я хотела показать, это опять же из вот той публикации, есть ссылка на нее, да, которую я прорабатывала по этому поводу. То есть конструкции этих самых лесозащитных полос, они бывают разные. Ну и вот только в качестве примера есть непродуваемые конструкции, которые садят там, где нужно максимально разбить ветер, да, то есть максимально уменьшить вот эти ветровые потоки. Ажурные конструкции, которые позволяют проходить ветру где-то на определенном уровне, да, и так далее, и продуваемые конструкции, где логика этой лесозащитной полосы связана с сохранением, например, воды, да, но ветер не так важен. И есть прямо схемы, обратите внимание, разработаны, каким образом садятся деревья в разных видах вот этих самых конструкций лесозащитных. Более того, посчитано даже количество, скорость уменьшения ветра с листьями, без листьев, как это садится, когда, до какой высоты она должна увеличивать, ну, расти и так далее. То есть если у вас появляется идея и желание высаживать деревья на территориях, на землях сельхозназначения, то обязательно важно опираться на эти работы. Да? То есть тогда нужно восстанавливать вот эти самые лесные полосы, они уже были спроектированы, но даже если их нет совсем, то, соответственно, нужно просто поднять документы по проектированию этих лесозащитных полос и их таким образом восстановить. Да? Вот, потому что были уже даны рекомендации, комментарии, где, какой должна быть ширина этих конструкций, и насколько они должны быть продуваемы, насколько нет, и так далее. Да? То есть эти разработки в Кыргызстане есть, соответственно, нужно на них опираться и понимать, что мы делаем. То есть если мы делаем вот такую ветрозащитную полосу, то тогда насколько увеличится влажность этого поля, да, насколько снизятся ветра, ну и увеличится продуктивность в итоге. Да? Вот следующее, что я хотела показать, да почему вот это не убирается, я вот не очень понимаю. Вот верхнее, вот это я вижу, что вы не видите самое название. Ну, собственно, там написано, что это тоже посадка деревьев, плантации. Вот отдельный вообще серьезный вопрос, да, большой, это существование плантаций. Потому что, конечно, плантации, они, ну, и вот видите, вот это тоже эвкалипты. И плантации, они необходимы для того, чтобы, ну, понятно, что они, с одной стороны, нужны для бумажной промышленности, да, с другой стороны, для производства пальмового масла там, и так далее. В разных странах это разные плантации. Но нужно понимать, вот сейчас очень большая дискуссия идет на международном уровне, когда пытаются плантации приравнять к лесу. То есть сказать, что это то же самое. Вот мы высадили же деревья, соответственно, это же деревья, смотрите, какие площади огромные они занимают. Давайте вот эти вот площади приравняем к лесопокрытым площадям. И скажем, что это леса, и мы их восстановили. И это огромная экологическая ошибка, потому что плантации – это не леса, ни разу. И более того, сейчас в рамках, может быть, вы слышали такие механизмы, как REDD и REDD+. Эти механизмы реализуются в рамках Конвенции по изменению климата. Они, что это такое? Это определенный фонд, да, ресурсы финансовые, которые выделяются для разных компаний, которые хотят заниматься лесопосадками. И под
эгидой постановления лесов эти компании берут и на землях, где-то сельхозназначения, где-то еще высаживают такого рода плантации. Чем это опасно? Несколькими вещами. С одной стороны, что это интродуцированные чаще всего растения, не характерные для этой местности. С другой стороны, это забирает земли у сельхозпроизводителей, которые идут рубить естественные леса. Соответственно, мы теряем именно эти самые экосистемные механизмы, которые позволяют нам жить, и заменяем их на такого рода, зеленые пустыни, да, как мы их называем. Кроме того, если мы посмотрим на то, во что это превращается, да, зачастую, то вы видите эту фотографию я сделала в Африке. Это, собственно, там высаживаются эвкалипты и сосны для как раз тоже целлюлозно-бумажной промышленности. И там, где росли эти леса, не леса, плантации, там, где росли эти плантации, после них ничего уже расти не может. Почему? Потому что ровно то, о чем мы с вами говорили, функция, особенность эвкалиптов, она связана с тем, что они вытягивают очень большое количество воды, да, потребляют из почвы. И воды в почве после этого просто больше нет. Их срубают, увозят, и на этом месте ничего не растет. То есть обогащаются определенные фирмы, которые получили и так беспроцентное финансирование в рамках конвенции, в рамках механизма RED и RED+, а бедные жители, которые потом пытаются что-то вырастить на этих землях, они остаются ни с чем, потому что эта земля больше не плодородит, воды там нет и так далее. Хотя это тоже посадки деревьев. И обратите внимание, здесь картинка, которую, надеюсь, вы все узнали. Это павловни, это плантации павловни на Иссык-Куле. Так павловни, понимаете, когда мы говорим о том, что это очень быстро растущая культура, то мы должны понимать, что, собственно, знаете, и по закону сохранения вещества и энергии ничего не берется ниоткуда, да, и ничего никуда не пропадает. Если она так быстро растет, значит, она много чего берет, да, из почвы, она много потребляет воды. И тогда вопрос, откуда она берет эту воду? Что будет дальше с этой территорией, где росла павловня, после того, как ее вырубят и используют там для чего-то еще? На самом деле на сегодняшний день есть пометка, да, связанная с этими рисками, но так скажем, экологической оценки глубокой таких плантаций в Кыргызстане ее нет. Хотя, конечно, наверное, возможно использовать павловню для городов, но здесь это Дима скажет попозже, и мы здесь как раз можем про это поговорить, насколько это вообще адекватно, да, эта культура для городов, потому что она быстро развивается, дает много тени, и, наверное, каким-то образом это адекватно. И зачастую еще один риск, что сосны и эвкалипты, которые не росли в Африке, они иногда вырываются из плантаций и начинают расти там где угодно, и, соответственно, тоже превращают другие территории в зеленые пустыни. То есть это момент, когда интродуцированные, то есть не характерный для нас, да, для нашей страны, для этой экосистемы вид привносится, и потом он вырывается на свободу, да, то есть на другие территории. Что с этим дальше будет? Да? То есть с этим связаны достаточно серьезные риски. Тоже один из моментов, он связан с тем, что в Китае на плато Лёс была тоже проведена крупномасштабная посадка деревьев, да, вследствие чего она сократила речной сток, да, и вообще доступность воды для людей, которые живут ниже по течению. Почему? Потому что эти деревья поглощали достаточно большое количество воды, да, и вместо того, чтобы оказать, экологически адекватный эффект, да, они произвели ровно обратный эффект. И, собственно, тогда нужно понимать, что
Если мы сажаем для того, чтобы у нас в реках увеличилось количество воды, нам нужно понять, что мы садим, где мы садим и почему. Потому что могут быть иначе ошибки, подобные вот этой вот китайской ситуации. И таких ошибок это просто один из примеров, но на самом деле их достаточно много. Деревья снижения рисков стихийных бедствий – это тоже такой интересный момент. Вот я хотела показать вам в качестве позитивного как раз примера, что плантации могут быть и полезны в том числе. Это, например, тоже плантации фисташки, которые, вы вот все видели предгорья вокруг Бишкека, и там высаживались как раз вот эти плантации фисташки, они плодоносят сейчас и так далее, но для того, чтобы их высадить, необходимо террасирование, да, вот обратите внимание, да, это вот нарезка вот такого рода террас на селеопасных и других склонах. У нас в Кыргызстане такие разработки тоже есть, потому что важно здесь определить градус этого склона, потому что было, например, до тех пор, пока дошли до того, как именно и как правильно это сажать, на самом деле потеряли достаточно большое количество склонов, потому что если неверно этот градус, да, выверяется, то просто смывается потоками дождевыми, да, отсюда почва и так далее, и это даже ускоряет деградацию склона. То есть, соответственно, нужно понимать, как сажать, если мы стараемся озеленить склоны, да, как посадить так, чтобы это было максимально эффективно с точки зрения предотвращения. То есть, с одной стороны, да, озеленение, да, и здесь очень хорошо, что это фисташка, потому что она практически не требует полива, но с другой стороны, важно понять, как сделать так, чтобы она на самом деле выполняла свою роль предотвращения рисков стихийных бедствий. И в данном случае это селий. Теперь, коллеги, вот я теперь стою у большого блока, который связан в том числе и с болью, и с, такими долгими изысканиями. Это блок, связанный с лесным хозяйством. Первое, что я хотела бы подчеркнуть, это то, что у нас, обратите внимание, то есть государственный лесной фонд, и это большая территория. 13% практически территории нашей страны – это государственный лесной фонд, сокращенно ГЛФ. То есть мы сразу терминологию, да, некоторую будем помечать себе, чтобы различать, что это такое. Вот ГЛФ – это государственный лесной фонд, и это 13% территории нашей страны. Вот из них представьте себе, что покрытая лесом площадь только меньше 6%. Соответственно, больше половины этого земель Государственного лесного фонда – это не покрытая лесом площадь. А что это такое? Это несколько моментов. То есть, с одной стороны, это земли, где ничего не растет. Да? То есть просто там скальники, да, какие-нибудь, где очень сложно что-то вообще посадить и вырастить и так далее. Да? Но, с другой стороны, обратите внимание, что сколько тысяч гектаров, почти миллион гектаров можно использовать для пастьбы скота, чем леса и лесники активно и пользуются. У нас есть лесохозяйственные учреждения в стране. На 2018 год это было 33 лесхоза. Да? Сегодня в связи с реформой, вы знаете, что лесхоз сейчас перешел под Министерство сельского хозяйства. Да? То есть, обратите внимание, рамка сразу хозяйствующая. То есть лесхозы – это хозяйствующие субъекты. Вот это в первую очередь надо понять, да, что это субъекты, которые занимаются хозяйствованием. И вот дальше вопрос, а что такое хозяйствование в лесах? И вот про это я хотела чуть-чуть подробнее рассказать. Кстати, вот до этого хотела показать эти карты. Я думаю, что многие, кто был у нас на презентациях, вы видели эти карты. То есть, видите, вот нижняя карта, она показывает, что это сколько лесов у нас сегодня,
там около 6%, а верхняя карта показывает, сколько их потенциально могло бы быть. То есть это около 30%. Это территория, на которых возможно произрастание леса. Как это анализировалось? Этот анализ провел Эмиль Джапарович Шукуров вместе, кстати, это была их идея, вместе с Горшковым, потому что когда Горшков приезжал к нам на Иссык-Куль, и они вышли, и Эмиль Джапарович так вот гордо показывал ему: смотри, какие у нас здесь леса замечательные. И он говорит: да, отлично, а вот здесь почему их нет? Он говорит: ну как, нет. А Горшков тогда сказал: ты знаешь, исходя из количества влажности, да, и температурного режима, здесь они вполне себе могут расти, могли бы расти. Но их нет из-за того, что они были сведены человеком. А соответственно, да, мы понимаем, до какой степени могут потенциально быть увеличены площади лесов Кыргызстана. И, опять же, раз уж мы подошли к истории, то я накопала в нескольких вот таких вот брошюрках, книжках, да, это леса Туркестана, и информация о том, что делалось, да, это еще, не знаю, времена и царской России, а после этого первых дней Советского Союза, да, то есть вот в эти моменты, когда стали изучать леса Туркестана, тогда еще вы понимаете, совершенно другое было политическое образование, да, такое, как Туркестан. То есть речь шла в первую очередь о сохранении горных лесов. Вот обратите внимание, уже в публикациях 901 года речь идет, да, и конца предыдущего века, да, получается, 19-го, речь шла о том, что необходимо максимально сосредотачиваться на сохранении горных лесов. Почему? Потому что уже тогда было показано, что эти леса обладают водоохранным значением, они являются защитными, удерживают обрывы, земли, скалы, препятствуют размыву почв, быстрому таянию снега, образованию селевых потоков, ручьев и так далее, и так далее. И особое внимание тогда очень, прям было отмечено, что важно уделять охране и защите тугайных и степных лесов. То есть уже в то время речь шла о сохранении. Почему? Потому что они обеспечивают определенного рода экономические и социальные бонусы. Да? То есть они дают возможность безопасности, да, увеличивают вот эту безопасность. И если мы их потеряем, то, соответственно, это будет увеличение рисков. Тогда об изменении климата, как вы понимаете, вообще никто ничего не знал, не говорил, но уже тогда речь шла о том, что эти леса имеют особое значение. А значит, мы должны понимать, что уже тогда был положен некий водораздел между тем, что вот российские леса, которые в основном речь шла о хозяйствовании, да, в этих лесах, то есть это периодические вырубки, просеки, там подсадка и так далее, то здесь речь шла больше о том, чтобы сохранить, потому что они исполняют определенного рода функции, о которых сейчас здесь зашла речь. Но тем не менее, школы, которые заканчивают наши лесники, как вы понимаете, что самые ближайшие школы – это российские, и в этом смысле определенный, так скажем, взгляд, да, на хозяйствование в лесах у нас специфический, и он связан в том числе с этими школами. И каждый лесхоз имеет, это для них как, знаете, как Библия, да, так называемое лесоустройство. Это вот такие вот книги, они очень большие, толстые, да, и в этом документе собрана вся информация об этом лесхозе. Да? Это несколько томов обычно. И делается это лесоустройство раз в 10 лет. Что это такое? То есть вот вся территория лесхоза делится на выделы определенные. Выделы нумеруются. Например, вот видите на карте там 2-й, 3-й и так далее. Это выделы. И каждый из этих выделов определенным образом описывается.
Так вот, как он описывается? Вот чтобы вы, вот если столкнетесь, просто Амар говорил, что, скорее всего, речь пойдет о работе с лесными хозяйствами и с лесхозами, то вот важно понимать их язык и их контексты, в которых они живут. То есть, соответственно, у них есть вот эти амбарные книги большие, в которых много чего интересного написано. Без этих книг, если нет лесоустройства, нету лесхоза. Они обязательно должны быть, да, эти книги. И вот очень важным моментом является вот то, что вы тут не совсем видите, но вот здесь написано «таксационное описание выдела». Это вот слово «таксационное описание», таксация. Да? Это такое слово, которое лесники любят, они его употребляют. Что это такое? Это как раз описание леса с точки зрения экономики, с точки зрения его ценности, но прежде всего экономической ценности. И вот обратите внимание, что входит в это самое таксационное описание. Состав. То есть они здесь вот такие формулы пишут, видите? Вот, например, ярус 8D, 2Я. Это 8 дубов, 2 ясени. Да? Второй ярус 6 кленов, 2 липы, 2 вяза и так далее. То есть у них вот такие как бы формулки, и они таким образом описывают состав. То есть что там растет. Но не пугайтесь, это все запоминать не надо совершенно. Это просто для того, чтобы для того, чтобы понять, как они описывают лес, как они вообще видят лес. Второе – это форма, да, то есть есть простые одноярусные насаждения, сложные многоярусные. Простые – это реальная плантация, то есть вот просто один и тот же вид стройными рядами растет вот так-то, да, вот. Полнота, да, полнота – это степень использования лесом занятого пространства, то есть насколько часто и друг к другу близенько растут деревья. Это важно, потому что лес считается созревшим в лесхозе тогда, когда деревья сомкнулись кронами. То есть вот они росли, и как только они там друг дружку за ручки могут взять, все, это значит лес созревший, да? И это есть принципиальная разница между тем, что мы говорим, что такое зрелый лес, и тем, что говорят лесники, что такое зрелый лес. Потому что для того, чтобы деревья сомкнулись кронами друг с другом, нужно 10-12 лет. А для того, чтобы зрелый лес с точки зрения экосистемы появился, нужно больше 100 лет. 100 – это минимум, да? И получается, что лесники, сейчас к этому вернемся, да, то есть, вот вы можете дальше посмотреть, да, полнота, густота, происхождение, возраст, бонитет, средний диаметр деревьев, да, вот, средняя высота, запас насаждений, да, прирост и так далее. То есть это все понятия, которые связаны с экономической ценностью леса. Да, что мы получим, если мы его срубим фактически. Вот об этом речь. И это та терминология, которую используют лесники. Теперь почему появляется логика рубок? Откуда вообще появляется логика того, что что нужно рубить лес? Рубок у нас в стране большое количество. Я имею в виду рубок санкционированных типов рубок. Вот обратите внимание, сначала высаживается разного рода деревья. Да? Деревья не все растут одинаково быстро. Кто-то растет быстрее, кто-то медленнее. Да? И есть деревья, которые растут быстрее остальных, например, березы. Они быстрее дубов растут, например, да, или быстрее хвойных. И, соответственно, в первую очередь, видите, вырастают березы, это 2,8. И вот рубка ухода, так называемая, это когда убирают вот эти самые березы для того, чтобы освободить место, чтобы росли более продуктивные породы деревьев, такие как дуб. То есть березы им в какой-то момент начинают
мешать дубам расти адекватно. То есть в какой-то момент они помогают, а в какой-то момент они начинают тормозить развитие дубов. И тогда их нужно убрать. Но это, опять же, обратите внимание, с точки зрения хозяйственной, потому что древесина дуба дороже, чем древесина березы. Соответственно, нам нужно вырастить как можно больше дуба. Ну, это как пример. Вот. Соответственно, есть деревья главной породы, которую так или иначе вот стараются вырастить максимально хорошо и так далее. Потом есть, вот, например, рубки ухода, они тоже убираются, например, какие-то деревья, которые отхлестывают другие и изменяют их форму, да, ну и так далее. То есть вот происходит своеобразная обрезка. Это похоже на то, что происходит в садах, да, когда мы ухаживаем за садом. Вот. То есть, соответственно, деревья и кустарники, видите, которые в момент трубок отрицательно влияют на эти самые главные деревья, которые нам нужны, ну, там, пихта Семенова, допустим, мы выращиваем, да, вот если они им мешают, они их рубят. Вот логика, это одна из тех логик, которые используются лесниками для рубки деревьев. Какие рубки бывают? Вот обратите внимание, санитарная рубка, восстановительная рубка, рубка ухода, есть еще вот такая вот тайная рубка, рубка на нужды лесхоза. Да. Это все, это, коллеги, это я вот не вру, это я все вытащила из Лесного кодекса. То есть это все вот там написано. И вот понимаете, что вот рубка ухода и восстановительная рубка, она как раз из той логики, про которую я вам только что рассказывала, что это убираются те деревья и кустарники, которые мешают самым главным деревьям. Ну, там, например, если они там выращивают сосны или вот ель колючая, да, как вот Дима говорил, вот все остальное должно быть убрано. Санитарная рубка – это рубка, когда, например, возникает, когда появляются упавшие деревья, старые деревья, больные деревья, то есть их тоже убирают, соответственно. А рубка на нужды лесхоза – это нужд лесхоза много, и вот это все, что хочешь, как вы понимаете, оно не описано нигде, это просто рубка на нужды лесхоза, и лесхоз может периодически это все, ну, как бы вот рубить. Куда девается эта древесина? Она продается населению. И, собственно, назначение лесников, да, в том, чтобы Минсельхоз, он базово отвечает, да, за все это теперь. Он назначает лесников, он мониторит, он контролирует, разрабатывает правила. То есть это все в одном государственном органе. Соответственно, когда контроль и правила разработка и выдача разрешений в одном государственном органе, вы понимаете, что это крайне высокая степень коррупции. Ну, это тоже зарисовка, да, это не самое главное для нас с вами сегодня задача. Вот тут потом вам, когда, наверное, вы захотите, вы можете вернуться и более детально посмотреть, я тут описываю разные виды рубок, да. Вот каждый лесхоз, он создает проект, да, того, как это лесоустройство будет развиваться. И здесь есть вот такие вот разные типы посадок. Вы можете увидеть похожие вещи с лесозащитными полосами. И видите, есть даже посадки, которые получили определенное название, там донской тип посадки, нормальный тип посадки. Вот эти буковки Д, И, Я, И, К, К, К – это название пород. То есть это просто как в ряду должны сочетаться породы. То есть дуб, ильмовая порода, которая будет срубаться, да, вот, ясень, клен там и так далее, да, это формулы, как они садят лес. То есть тук-тук-тук, вот это, вот они буковки поставили, вот, и таких вот типов посадки их много. Это как раз вот в школе лесников учат вот этому. То есть какой тип посадки использовать, да, если, то есть они говорят, все, садим по донскому типу посадки, или они нормальный тип посадки используем, да, ну и так далее. Опять же, чтобы вы понимали, про что они говорят. Да? Ну, это тоже примеры, видите, в схемах, я просто вам здесь приложила, что если вы пойдете в лесхозы и вам понадобится
что-то куда-то высаживать, чтобы вы поняли, вы в рамках какого типа посадок вы садите. Да, в рамках донского типа, в рамках нормального типа. Какую главную породу вы садите, да, например, или ильмовые породы вы садите, или какие, ну и так далее. Да? То есть вот чтобы вот эта рамка у вас раскрывалась, и вы понимали, вот, а вы что делаете. Вот. Поэтому я тут вот детально останавливаться на этом не буду, просто покажу, что вот эти формулы все я вам сюда включила, и, возможно, они пригодятся. А может и не пригодятся, ну, кто знает. Просто чтобы они у вас были под рукой, вы знали, где это взять. Опять же, есть подходы, да, когда, ну вот это я отдельно хотела сказать про аллелопатический принцип. Не падайте в обморок от сложности этих слов, они означают очень просто. Все, что некоторые деревья рядом с другими деревьями растут быстрее, им хорошо вместе, да, то есть они как бы вместе друг друга поддерживают, и они вместе растут быстрее. А некоторые деревья рядом друг с другом, наоборот, растут плохо и говорят, не-не-не, нас это вообще не устраивает, я его ненавижу, а я ненавижу этого, да, и все, у них, в общем, дружбы нет, и наоборот, они друг друга угнетают. Есть типы деревьев, когда одному хорошо, другому плохо, да. Вот. А есть тем, которым вообще пофиг, они растут нормально. То есть разные виды деревьев друг с другом по-разному могут контактировать. И вот это тоже было выделено, то есть вот эти взаимовлияния деревьев друг на друга, и это тоже используется в лесных хозяйствах. То есть если нужно вырастить быстро какие-то деревья, их часто садят вот с теми, которые позволяют им быстрее расти. Ну, например, нужен вам вот побольше вот таких деревьев, посадите рядышком вот такие, и они тогда будут вымахать вам быстрее. Да, или вам нужно там больше взять с этой плантации, вы, соответственно, садите вот такие вот, и они друг с дружкой прям прекрасно растут. Вот. Ну, то есть это вот такие вот закономерности, которые были, ну, как бы были выявлены в рамках разного типа лесных хозяйств, они активно используются тоже. Ну и вот такой момент, да, когда вам говорят лесопокрытая площадь, что это такое? Вот что делают лесхозы? Лесхозы работают через несколько этапов, да, то есть этапы работы лесхоза. Первое, они садят сеянцы, сеют их. Это сеянец, это вот такая малютка, которая вырастает из семечка. Вот у них есть там определенные где-то, если в богатых лесхозах сеянцы, они там в каких-нибудь теплицах выращиваются, да, ну или просто сеянцы. И вот сеянцы садятся очень близко друг к другу, очень близко. А потом сеянцы переводятся в саженцы. Саженцы садят друг от друга уже чуть подальше, да? И это так называемая школка или школа, да, лесная школа. Вот лесная школа – это не там, где птицы чирикают, там и учат друг друга, а вот, ну как по мультикам, да? А лесная школа – это вот это. То есть это вот такие стройные ряды разного рода растений, ну, одного вида, которые доращиваются до определенного возраста. И только вот мы как раз, скорее всего, то, что вам будут давать, если вы с лесхозами будете работать, то вам будут давать вот эти вот саженцы из школ, ну, из лесных вот этих вот школ. Они от 1,5 до 3 метров там дорастают в этих школах. И потом их нужно рассаживать уже на территории, которые должны быть облесены, да? И вот их там выращивают, вы можете видеть в наших лесах иногда такие стройные ряды, это как раз и есть результаты деятельности лесхоза. И получается, что задача лесхоза, чтобы эти самые саженцы сомкнули кроны. И, соответственно, когда, например, в статистике нам говорят, в этом году лесхозы посадили столько-то саженцев леса, это вот эта верхняя картинка. Но сколько они перевели в лесопокрытую площадь, то есть это как раз результат их деятельности финальный. Вот здесь самая большая засада. Потому что именно в этом месте происходит недосдача. Огромные недосдачи по Кыргызстану,
То есть они высаживают, а потом они, например, продают куда-нибудь, да, или деревья просто погибают, или еще что-то, или скот вытаптывает, и так далее. То есть вот эта часть с точки зрения индикатора шикарная, они потому что говорят миллионы, миллиарды саженцев до неба мы посадили, и вообще это все супер, прекрасно и хорошо. Но как только мы посмотрим, что будет происходить с этими саженцами через 10 лет, или что происходит с саженцами, которые были высажены 10 лет назад, мы не увидим и половину. То есть получается, что вот эта эффективность, да, это одна из самых проблемных зон в лесхозах Кыргызстана. Вот. То есть вот сейчас мы поговорим о том, как деревья, как элемент экосистемы. Эмиль Джапарыч, он выделял порядка 20 типов экосистем в Кыргызстане, и те, которые нам интересны, это вот эта часть, да, красная, то есть это разные леса, еловые, елово-пихтовые, орчевые, редколесья, широколиственные, мелколиственные, орехоплодные, фисташники и так далее, да. То есть, процент к территории, обратите внимание, действительно, они там маленькие, но, опять же, это экспертные данные Эмиля Джапарыча, но я думаю, что если мы посмотрим инвентаризацию лесов, то, наверное, они могут не соотноситься, да, друг с другом. Тем не менее, вот вы видите, что классификация лесов, она в Кыргызстане есть, они отличаются друг от друга и по тому, где они могут произрастать, высотность, опять же, климатические условия, количество влажности и так далее. Да? Это мы говорим про естественные леса. Когда мы говорим про экосистемы, да, вот это вы все видели тоже. Вот первое, что нужно понять, есть эта самая экосистема или ее нет. И для того, чтобы это понять, нужно понять, первое, да, что есть ли на этой территории или близлежащей где-то рядом в пешей доступности, так скажем, пешей для животных, размножающаяся популяция главного хищника. Но это пример альпийской экосистемы. Да? Главный хищник для лесных экосистем – это рысь. Соответственно, нужно узнать, есть ли на этой территории размножающаяся популяция рыси. Если да, то тогда у нас есть надежда на то, что эта экосистема есть, существует, да, и она может расширяться. Потому что это и есть подход есть как минимум два подхода, да, к тому, что такое, как мы определяем экосистему. Значит, один подход – это по травяной растительности, да, ботанический, да, и связанный с формацией растительности, да, то есть мы смотрим на растения базовые, которые там растут, похоже на лес, значит, это лес. Похоже там на степь, да, степная экосистема. Но при таком подходе достаточно сложно понимать и границы экосистемы. Но вообще вопрос границ экосистем – это один из очень сложных вопросов, серьезных. Где она заканчивается, где начинается, да, всегда сложно. Но мы можем говорить при подходе того, что мы выявляем, что есть главный хищник, размножающаяся популяция главного хищника. Почему? Потому что главный хищник регулирует состояние этой самой экосистемы. Через что? Через эти взаимосвязи. То есть главный хищник регулирует количество тех популяций прокормителей и смотрит, чтобы их не было больше, меньше, да, и так далее. А популяции прокормителей, соответственно, регулируют собственно, непосредственно продуцентов, да, то есть растения, количество растений, состав растений и так далее. И вы знаете такой классический пример, когда в Йеллоустонский парк завезли волков, да, и что через какой-то момент они увидели, что изменилось русло рек.
За счет чего? Вот именно за счет этих эффектов. Потому что если раньше копытные могли там чувствовать себя совершенно вольготно, есть сколько угодно, ходить где угодно, то потом волки изменили их поведение. Да? То есть они по-другому стали в других местах там прятаться, быть, там, есть в других местах и меньшее количество времени. То они выпасались в одном месте, там, вот, пока там все не сожрут, там сидели. А тут получается, что они должны двигаться все время. И это важный момент, потому что они переходят с одной площадки на другую, да, стравливают столько, сколько надо, стравливают, съедают, да, то есть выедают столько, сколько надо, и бегут дальше. Потому что если растительность оставить без того, что ее никто не будет съедать, это тоже проблема. И мы о ней поговорим. То есть вот эти вот все системы, все вот эти вот цепи, ну, как бы взаимосвязи, они очень важны в экосистеме. То есть есть те, кто продуцирует биомассу, а это зеленые растения, есть кто ее первично потребляет, и есть как бы главный хищник. Поэтому вот эта вот пирамидка, она должна соблюдаться. И это и есть экосистема. Вот если мы говорим, да, экосистема есть, ура, все. Следующий шаг, нам нужно определить, а в каком она состоянии. Ну, то есть вот человек есть, отлично, а он болеет или нет, да, это вот второй вопрос, да, он в каком состоянии, счастливый, здоровый, полудохлый, да, и вот это мы как раз определяем, мы можем это определить за счет нескольких подходов, да, есть индикаторы насекомые, есть индикаторы птицы, есть индикаторы млекопитающих и так далее. Ну и я здесь просто привожу несколько примеров. Это растения-индикаторы состояния экосистем, это Ионов и Лебедева, да, и птицы, индикаторы состояния экосистем, ну а тут же, опять же, территориально, да, центрального внутреннего Тяньшаня. То есть когда мы по птицам можем говорить, ага, вот здесь вот экосистема более-менее, а вот здесь майны, да, и все. Майны, они, соответственно, показатель того, что экосистема нарушена, да, антропогенно нарушена. Ну и так далее. Ну и вот по растениям, да, это индикаторы, например, крапива. Если вы видите много крапивы, то значит серьезное нарушение, то есть антропогенный прессинг на эту экосистему осуществляется достаточно серьезно. И крапива нам это показывает. Да? Почему, собственно, есть... Почему мы вот говорим, ага, увидели крапиву там, и какие-то другие растения, и мы говорим, вот это значит, тут процесс какой-то происходит. И экосистема находится в некотором прессинге антропогенном. Потому что есть такое понятие, опять же, как понятие, его можете не запоминать, но просто главное принцип понять. Про что это? Вот такое слово сложное, вторичная сукцессия. Да? Что это означает? Это означает, что вот когда, например, лес вырубили или пожар случился, да, на этом месте постепенно, ну как ранка, да, оно начинает заживать. И вот этот процесс заживления этой самой раны, он описывается через вот эти этапы сукцессии. То есть заживление – это и есть сукцессия. Вот. Но вот как это происходит? Что сначала появляется множество вот этих однолетних трав, да? Потом многолетние появляются травы, потом кустарники, потом молодой сосновый лес и потом уже зрелый там лес. Да? Тут он, в данном случае на этой картинке я просто не нашла, то есть непосредственно нашего леса, но вот это вот дубово-сосновый лес. И вот эти этапы, да, они проходятся определенным образом. То есть каждый раз возникают виды, которые начинают менять среду, но вот где тайна? Они начинают менять среду в направлении, которое для них самих совершенно неблагоприятно. Но для будущей экосистемы, для вот, например, следующих многолетних, благоприятно. То есть они создают условия для тех, кто придет после, но для себя они создают более негативные условия. И эти виды называются виды ремонтные. То есть они ремонтируют как бы. Вот они отремонтировали и сами сдохли. Остались буквально в единичных количествах, мало их осталось. Потому что экосистема их сохраняет, чтобы не совсем они убились, а где-то они сохранились, потому что а вдруг опять пожар? Тогда они выходят на сцену первые. Потом они уходят со сцены.
и выходят на сцену другие, для кого они создали условия, да? Потом точно так же эти самые другие уходят, приходят третьи. И вот крапива – это один из вот этих самых ремонтных видов. Она вырастает, у нее большая биомасса, да? Она растет, ну, вы знаете, крапива как разрастется в огороде, упаси Господь, да, поди попробуй с этим, да, поборись. А почему? Потому что много биомассы она создает, да, потом она, когда умирает, она начинает перерабатываться, и тут же на ее месте могут вырастать уже другие, более солидные виды, да, кустарники какие-то и так далее. И вот мы видим, когда мы смотрим на экосистему, мы можем посмотреть, а в каком она состоянии. То есть она идет в эту сторону, вот к этой устойчивости, к взрослению, да, или она находится на какой-то из этих стадий. И вот человек, вот где хитрость в том, что человек все время пытается удержать экосистему вот такой вот незрелой, да, потому что наши лесники, они говорят, как только они видят вот этот вот зрелый лес, они говорят, это лес перестойный, они слово перестойный используют, потому что там много старых деревьев. И они, эти старые деревья, все время хотят срубить, да? Потому что старые деревья не дают возможности типа расти молодым. Но на самом деле это совсем не так. И они пытаются удержать лес, вот, знаете, это то же самое, как сказать, вот популяция человека, она должна, вот все, кто старше 15, это уже все, перестойный, убираем, хватит. Вот до 15 доживете, отлично. Старше 15 не надо жить, уже хватит, уже старые, да? Вот. И вот это то же самое. То есть получается вот суть, да, есть вот эта вот разница между тем, что природа делает и что пытаются сделать лесники. И в этом наша основная дискуссия с ними, но вы уже заметили. Соответственно, по вот этим видам мы можем увидеть, в какую сторону идет экосистема. И это процессы долгие, таинственные, но разбираться в них большой кайф. Вот. И в этом смысле, конечно, вот видеть, тут кусты. Вот, например, нам говорят, пастбище заросло караганой, да, это ужас, ужас, ужас. Ну да, ужас для пастбищ, для тех, кто там выпасает скот. Но для экосистемы, смотрите, это кустарники. Это следующий этап, это третий этап ее взросления. То есть это с точки зрения экосистемы, это просто следующий этап взросления этой самой экосистемы. А с точки зрения пастбищепользователей, это стайная катастрофа. Мы теряем пастбище, нам нужно срочно бороться с караганой. Ну да, и нам нужны вот эти балансы, да, что с одной стороны мы должны дать экосистеме созреть, вырасти, дать экосистеме идти тем путем, которым она идет. Она миллионы лет так ходила, да, вот этим путем. И это удивительный процесс самовосстановления. Да. Теперь, что делает человек? Вот обратите внимание, если мы начнем вырубать лес и, собственно, вырубим его, то мы получим менее продуктивную экосистему. Это будет экосистема луга. Если мы луг слишком перевыпас усилим, то мы получим степь. Если мы степь перевыпас сделаем, то мы получим пустыню. То есть, видите, каждый этап уменьшения биомассы. Вот. А если мы еще и пустыню угробим, то это будет вообще, или антропогенная экосистема, или бэдленд. Вот бэдленд – это самое гадкое, потому что бэдленд не может восстановиться. Пустыня может постепенно стать степью. Степь может стать лугом. И луг может стать лесом. В обратном направлении тоже может идти. Но бэдленд не может стать ничем. И человек может угробить все. И лес сделать бэдлендом, и луг сделать бэдлендом, степь, и пустыню и так далее. Но что такое бэдленд? Бэдленд – это когда мы имеем ситуацию, когда разрушена вот эта сама матрица, да, память, как восстановиться. Нету ни видов, нету вот этих взаимосвязей, и все. Тогда оно уже разрушилось, и уже что ты только не делай. Сажай туда, не сажай, оно уже умрет. Потому что там нету
как раз вот этой самой памяти, как эти болячки залатать, да, то есть как выздороветь. Вот этого вот нет. И поэтому нам важно, чтобы в каждой экосистеме вот эти вот участки памяти сохранить, да, чтобы они знали, ага, мы воспроизведемся, мы будем зреть, да, мы будем вот в эту сторону ходить. Поэтому самое страшное – это бэдлуп. Ну вот, смотрите, даже тут сильно не буду спрашивать. Вот видите, это наши орехоплодные леса. И почему они не леса? Нифига теперь, да, хотя они называются лесами. Да потому что любая экосистема, любой лес, он должен иметь разновозрастные деревья. На каждого одного взрослого растения, да, должно быть как минимум 10 молодняка. 10 молодняка. Тогда есть устойчивость, потому что кто-то выживет, кто-то нет. Кто-то попадет в хорошие условия, кто-то нет. Но вот это поколение 10 на одного, оно должно быть, тогда будет у этого леса будущее. А смотрите, что у нас в нашем орехоплодном. Вы видите хоть одного малыша? Нет, их нету. И, соответственно, получается, что мы про это и говорим, что представьте себе, когда мы заходим в комнату, а там одни там аксакалы и так далее. Все. Ну, то есть, если нету вот этого вот следующего поколения, нету и будущего. Соответственно, мы должны понимать, что если вот в этот лес, вот что нужно сюда сажать? Молодые орешки, молодые деревья. Вот эти вот, чтобы были разновозрастные. И так, чтобы их не съели. А, соответственно, и тогда этому лесу можно дать надежду. Вот сюда нужно молодые орехи сажать. Так, Тимка, пишет. Ну вот это тоже так след. Да, это тоже иллюстрация, собственно, к этой же логике. Да, последний заплыв по экосистемному подходу, самый, наверное, важный. И я хотела рассказать про микрозаповедники. Что, собственно, микрозаповедники, то, что нам вот дал Эмиль Джапарыч тоже, и нам удалось вместе с ним внести это в закон об особо охраняемых природных территориях. То есть Кыргызстан единственная страна в Центральной Азии, где есть этот вид заповедников. Да? Что это значит? Это значит, что органы местного самоуправления своим решением могут создать микрозаповедник. Люди точно так же могут создать микрозаповедник и информировать об этом Государственное Министерство природных ресурсов. Да, сейчас. То есть это возможность в законодательстве есть. Да, и это уже большое счастье. Вот как восстанавливать то, что говорил Эмиль Джапарыч? Чтобы восстановить относительно базовую как бы вот стартануть, да, с того, что экосистема начнет этот свой сукцессионный путь долгий, да, нужно 5-7 лет, вот, ориентировочно, да, чтобы она так собралась, да, так скажем. Что надо делать? Первое – это опираться на внутренние ресурсы, то есть нельзя вносить удобрения, химические вещества и так далее, то есть она должна опираться на себя. Принцип не мешать, то есть позволять обеспечить жизнь так, как она пытается развиваться, да, позволять существовать на этом участке. То есть вот у нас участок, да, какой-то, и мы вот думаем, да, о том, как его восстанавливать. И помогать. Вот этот принцип помогать, мне кажется, он очень важный для нас, для всех, да, потому что мы как раз все время хотим помочь. И вот как помочь, тут важный момент. Вот я об этом как раз и буду сейчас чуть подробнее говорить. То есть это создавать благоприятные условия для существования разных организмов, создавать места для птиц, насекомых и животных, то, о чем вот Свят говорил. И принцип замещения функций деструкторов, то есть появление конструктивных деструкторов. Это страшное слово, но оно очень простые вещи означает. Вот. Ну и увлажнение. Значит, вот эти самые... Сейчас, вот эти самые конструктивные деструкторы. Да? То есть если мы огораживаем какую-то территорию и говорим, вот все туда не ногой, да, то что мы получаем?
что если там нет тех существ, которые должны поедать зеленую биомассу, то, соответственно, мы получим проблему, потому что она отомрет, эта зеленая биомасса, упадет подушкой постепенно на землю, и через какой-то момент, то есть очень долгое время никто не сможет ее перерабатывать. Да, особенно если мы понимаем, что это достаточно деградированная территория. Соответственно, если это вот такая вот луговая, да, экосистема, там должно происходить периодически стравливание, то есть съедание, да, жвачными животными. Это не значит, что все подчистую, но там на какое-то время они должны туда заходить. Очень контролируемое, очень небольшое, да, но это нужно сделать. С другой стороны, если это невозможно сделать, то нужно определенно, то есть нужно скашивать, да, то есть скашивать мы скосили, но скосили после того, как растения бросили уже семена и оставили в стогах или в каких-то компостных кучах. И эти компостные кучи надо поливать. Почему? Потому что таким образом мы привлекаем туда тех, кто может разрушать биомассу. Ведь, смотрите, экосистема – это производство и переработка биомассы для того, чтобы она потом вернулась в почву. Да? То есть это вот этот цикл, и нам весь этот цикл нужно пройти. То есть, соответственно, у нас деградированная экосистема, когда проблемы с производством, да, не хватает семян, нечего производить, не из чего, да, или там почва бедная совсем, да, тоже может такое быть. Но, соответственно, на ней будут самые первичные, да, растения селиться. Потом она должна перейти вот в этих вот, жвачных животных, в частности, да, или в первых деструкторов, да, которые должны через себя ее пропустить, потому что иначе она не вернется обратно в почву. Потом оно должно вернуться в виде уже переработанного материала, чтобы возникли микроорганизмы, которые смогут это потом перерабатывать. То есть весь цикл нужно восстановить. Вот поэтому важно и подкашивание, да, и привлечение вот этих самых, то есть создание условий для того, чтобы возникали и микроорганизмы, потому что экосистема – это и микро, и макроуровень, да, то есть разные уровни, они очень плотно взаимодействуют между собой. Вот шаги, да, которые Эмиль Джапарович рекомендовал. Первое – это внесение семян из близлежащих подобных экосистем. Мы смотрим, а что там за подобная экосистема, похожая, да? Оттуда собираем семена, вносим. Посадка насаждений, если это необходимо. То есть мы смотрим, например, рядом оказывается там не так далеко лес, значит, здесь тоже лес, значит, мы эти саженцы, которые в том лесу растут, мы можем сюда посадить. Вполне возможно, да? Эти травы мы можем сюда подсадить, эти кустарники мы можем туда подсадить. Это ускорит процесс. Да? Наблюдаем, выкашиваем. Выкашенное обязательно должно оставаться на участке, да? Потому что деструкторы должны появляться. То есть это будут разные, не только микроорганизмы, но и это будут грызуны всевозможные, которые это будут все, значит, перерабатывать. Да? Полив, создание микроубежищ для насекомых, гнездование птиц и так далее. Вот, собственно, кормовая база для организмов. То есть если мы пытаемся воспроизвести эту экосистему, то, соответственно, нам нужно посмотреть, вот птички там что едят, да, соответственно, посадить те кусты, растения, где будет необходимое питание для птиц. И, собственно, наблюдаем за увеличением биоразнообразия, смотрим, как заселяются виды из естественных экосистем, которые находятся рядом. Поэтому нам нужно, чтобы недалеко, так или иначе, эти виды, эти экосистемы сохранились. Я чуть-чуть уже стала говорить об этом, что через что говорит с нами экосистема. Она говорит через разнообразие видов, что чем больше разнообразия видов, тем, соответственно, лучше. Ниже определенного уровня видов процесс саморазрушения запускается, потому что тогда они не могут выполнить все функции переработки биомассы, производства и переработки. И другой язык – это продуктивность биомассы. То есть это вот зеленые растения создали, кто-то должен съесть,
кто-то должен переработать и кто-то должен вернуть в почву. Так, вот этот цикл, это и есть вот этот вот язык, на котором говорит с нами экосистема. А человек постоянно вот это вот изымает. И все, и биомасса, и экосистема беднеет, у нее ничего в итоге не остается на поддержание вот этой вот функции. Ну, вот буквально несколько иллюстраций, кому интересно, я ссылки оставила, это как делать домики для насекомых. И как привлекать насекомых, это очень простые вещи, как привлекать насекомых на эти территории микрозаповедников. Ну вот тоже домики, это более современные, красивенькие. Знаете, вот в Европе была, там продаются прям такие домики, и это у них так развито вообще. То есть ты можешь пойти на рынок и купить такой домик, поставить для насекомых и у себя на участке. Ну, я вот у себя на участке делала, но фотографию страшно показывать, потому что, конечно, это не самая красивая вещь. Но вот это Дим, ты понимаешь, да? То есть это да, с Димой. Потому что летучие мыши тоже регулятор насекомых и так далее. И вот, в принципе, мы все почему-то там рвемся весной вешать скворечники. Это отлично. Но кроме скворечников можно вот домики для летучих мышей вешать, например. Тоже замечательно, потому что, заметьте, летучих мышей становится все меньше и меньше, и многие из них занесены в Красную книгу, и это хорошая идея, которая может сохранить, увеличить биоразнообразие, и особенно вот в городе, потому что, вы знаете, в городе вот эти крыши, они не дают возможности летучим мышам селиться, дохнут они, в общем, от жары и так далее. Вот пойменные леса, да, то есть как восстанавливать пойменные леса. Вот мы видим какие-то элементы сохранившиеся, да, экосистем, вот они, да. Между ними лесокоридоры, да, создаем, то есть вот эти вот лесопосадки, они могут осуществлять функции лесокоридоров. То есть это коридоры, по которым из одной экосистемы живность, насекомые и все остальные пойдут в другую, вот до этой экосистемы, да, которая тут внизу, и вот это. То есть есть несколько ядер сохранившихся экосистем, между ними создаются коридорчики из лесопосадок. Лесопосадки делаем из тех культур, которые характерны для этой местности. По этим кустарники, травы, само собой, да, по этим коридорам начинают циркулировать живые, да, разные виды, и они постепенно заселяют эту территорию. То есть мы тем самым расширяем вот эту самую экосистему. То есть за счет вот этого принципа коридора. Пойма, ролик посмотрите, в принципе, тоже в презентации он есть, почему важно восстанавливать пойму и как она работает. Это рекомендую, да, чтобы понимать. Вот. Теперь вот про восстановление леса. Вот очень важный элемент леса – это опушка. Опушка содержит больше всего видов. То есть концентрация видов на опушке больше, чем внутри леса. Это вот эффект опушки, так называемый, да? И вот, соответственно, лес нужно досаживать на опушке из тех видов деревьев, которые растут в лесу. Или проводить как раз огораживание леса там же на опушке. И у меня вот есть как раз фотка, вот она. Вот смотрите. Видите, вот здесь вот на первой фотке, видите, лес обрезан как бритвой. Вот деревья, нету ничего, да? Это лес без опушки. А вот это лес, который медленно переходит во что-то другое. То есть вот деревья, потом маленькие кустарнички, там травы и так далее. Да? Вот это и есть опушка. То есть место, где лес соприкасается с чем-то другим. Ну, с пастбищем, там, я не знаю, с какой-то другой системой. То есть лес не должен оканчиваться вот так, как на первом рисунке, на первой фотографии, потому что здесь вот такого типа окончания леса говорит о рубках. Это рубки. Лес, естественно, никогда так не заканчивается. Он заканчивается опушкой. И вот она, понимаете? Вот, и вот, соответственно, вот эти места,
опушковые – это как раз и есть места досадки леса. То есть там, где нужно его досаживать или огораживать. Потому что это то, куда он будет расти дальше, да, за счет чего он будет дальше расширяться. Ну, вот тоже подход, да, про лес. Ну, а вот здесь вот в первом тут что можно порекомендовать? Восстанавливать опушку, а это тоже это кустарники, то есть тут антропогенный прессинг однозначный, да, то есть и в этом смысле здесь точно нужно или огородить, чтобы лес, огородить и кустарнички подсадить, и тогда оно начнет дальше продвигаться. Там явно видно, да, что опушка съедена скотом, то есть это вот классический вид Кыргызстана, да, юрта и срезанный бритвом лес. Да. То есть лес двигается мягкими зелеными лапами, да, через опушки. И поэтому нам нужно вот эти следующий шаг его обустроить. И вот это обустраивается за счет такой вот за счет опушечных эффектов. Ну, то есть и понятно, что естественные леса – это леса, которые не требуют трубок. Не надо там ничего чистить, как любят наши лесхозы. Это рубка очистки, рубка там и так далее. Не надо, не трогайте. Да? Потому что надо дать ему вызреть. И говорят, вот он там начнет гореть и так далее. Ну, зрелый лес не горит, потому что он настолько много влаги в почве удерживает, что очень далеко огонь не распространится. И вот эта проблема лесных пожаров в России, она связана именно с неправильным хозяйствованием в лесах. Они берут клин, вырезают естественного леса и там садят посадки. Все, это первые вот эти вот плантации, которые посадки, это будут первые претенденты на пожар, однозначно, потому что они не умеют регулировать они воду, не могут. Да? Но вот здесь вот тоже вот мудрость от Эмиля Джапарыча, коллеги, экосистема елового леса, экосистема, да, должна иметь площадь не меньше 20-30 квадратных километров для того, чтобы могла самовоспроизводиться. То есть, а у нас они нарезаны очень мелко. Соответственно, нам нужно вот эти вот, если мы видим там лес и здесь, вот между этими двумя кусками хорошо бы сделать вот этот коридорчик. Тогда оно заполнится и начнет расширяться. Вот. Ну, есть еще способы, как увеличить количество деревьев, и они здесь очевидны, да. Вот здесь вот на этих мы с Олегом Печенюком любим смеяться, то есть шутить по поводу того, что эффективнее, посадить 10 деревьев или посадить одного лесника. Ну, то есть и не факт, что 10 деревьев посадить эффективнее, чем лесника. Ну и пару иллюстраций. Это Чуйский лесхоз. Вот это вот Чуйский лесхоз. Вы знаете, у нас под Токмаком обожают разводить форель, рыбу. И вот из результатов моей поездки по Чуйскому лесхозу вы можете видеть вот эти фотографии. Да? То есть это место, которое является территорией лесного хозяйства, то есть лесхоза. И там это территорию, которую они отдали в аренду на 49 лет. То есть леса могут выдавать территорию в аренду, и причем на очень долгий срок. Представьте себе, 49 лет. Вот они отдали вот эту территорию, где был лес. Ну, это не лес, это зеленые насаждения, это лесом не называется, но пусть зеленые насаждения в виде вот тополиных всяких рощ, да. И после того, как они туда, вот мы пришли, вот, вы видите, да, как много деревьев здесь осталось. Это пример. Другой пример – это тоже нарушение при аренде участка, то есть тоже арендовали участок и построили там спортивный, по-моему, стадион, и все это закрыли вот такой пластиковой травой. Да, это там вот Токмаком. Да? Ну, то есть это все картинки Чуйского лесхоза. Да, вот. Разве что за исключением там одной, которая будет из Фрунзенского. Ну вот тоже взяли в аренду территорию лесхоза, вырубили деревья, поставили теплицы, и обратите внимание, количество вот химикатов, которые они там используют. Мне, если честно, было достаточно сложно обнаружить этот склад, но
потому что там все делали вид, что не говорят ни на каком языке, кроме китайского, но тем не менее, вот после того, как мы обнаружили этот склад, это была, конечно, то есть половина из этих пестицидов вообще неизвестно, что это. Да? Ну вот Индира знает больше, чем кто бы то ни было, что такое химическая безопасность. Вот это все, это под Токмаком у нас происходит. Огромное количество теплиц, где вот все это сыпят. И это территория Гослесфонда, где росли деревья, где росли вот те, которые мы собираемся с вами сажать. Они там были. А вот это вот Фрунзенский лесхоз, вот обратите внимание, была обнаружена недосдача вот таких голубых елей. И было судебное разбирательство, после чего этот человек, который был виновен в этой недосдаче, сказал, что я все восстановлю. Вот вы видите, картина восстановленная. Ну, вот. То есть получается, что есть масса вопросов к тому, что делать эффективнее. Да? Но сажать деревья надо, ребята, надо. То есть я ни в коем случае не хочу, чтобы вы после этого сказали: боже мой, мы ничего больше сажать не будем, кроме лесников. Нет. То есть я имею в виду, что... Мы это хотели сказать. Нет, я не об этом говорю, да. Но я говорю, что система очень сложная, в которую вот вы сейчас входите, да, и когда вы говорите, что будете сажать, то есть надо быть не очень наивными, потому что надо знать, с кем имеешь дело. Вот я поэтому привела эти нелицеприятные вещи, не стала все рассказывать, опять же, обратите внимание, пощадила психику, но в общем, вот. Это все, что я хотела сказать сегодня про то, что знала. Вот, да, спасибо большое.